Около 200 ребят из Ингушетии пополнит ряды вооруженных сил страны в весенний призыв. Служить они будут в различных войсках и регионах страны. Активная призывная кампания проходит в городах и районах республики. Только за одну неделю исполнить свой гражданский долг отправились около 30 молодых людей. Махмуд Али Калиматов отметил, что служба дает не только военный билет и навыки обращения с оружием. Армия – это место, где можно найти достойную работу с таким же обеспечением. Мы даже если на каждом там перекрестке, на каждой улице построим по 2 завода, нам все равно не хватит рабочих мест. И армия предоставляет сегодня, во-первых, это школа мужества, искренне, кто там служил и знает об этом. Во-вторых, это формирование мировоззрения. Во-вторых, у нас никто не освобождал от защиты Родины, России. Никто не освобождал. Мы должны работать, разъяснять. Понимаете? Вот сегодня, если я вам скажу, что любой контрактник зарплату получает больше, чем любой чиновник здесь. Контрактник. Кроме того, его обеспечивать жильем служебным, а последующим, если у него образовалась семья, то ему предоставляет семейное или какое-то жилье, или выплачивать ему сертификат. Глава отметил, что важно повышать уровень патриотического воспитания молодежи, привлекать к работе общественные организации, усилить разъяснительную работу с призывниками и их родителями. А молодые люди не должны бояться в дальнейшем связывать свою жизнь с военной службой. В Санкт-Петербурге я посетил Академию связи. Академия связи имени Семена Михайловича Буденова. И чем я был рад, что там у нас наши ребята, курсанты, один прапорщик. И чем там хорошо? Дело в том, что там, если ты балл не добрал, у них есть и средний специальный, то есть на уровне техникума, так, чтобы понятно было, да? Там же. То есть он учится как после 9 или там 11 баллов не добрал, а последующем заканчивает техникум, и он там же продолжает работать и получает высшее образование. Это ведь двойное назначение профессии. То есть она и военная, она и гражданская. И то, что я там, ну, снимать там нельзя было, где мы там проходили, да, специальную технику, вы знаете, я убедился, что то, что нам и президент говорил, мы верим и знаем, но там я еще раз убедился, там абсолютно продвижение вперед нанотехнологий, электроника, и ребята наши там обучаются, руководителя университета, академии-то. Он очень удовлетворен был, что они прекрасно учатся, прекрасно несут службу. Я горжусь, что они вот у нас, наши ребята там учатся. В последующем это офицеры, которые в любую структуру, военную, в последующем космическую, они будут зачислены, я так полагаю, и будут нести службу. Если по каким-то причинам даже придет время в отставку, он всегда найдет работу, потому что у нас техников, инженеров не хватает. Обсуждением вопросов призывной кампании встреча не ограничилась. Завершилась она на приятной памятной ноте. 2 ингушских офицеров получили очередное звание. Погоны с большими звездами майора вручил глава республики. Приказ министра обороны генерала Владимира Шойгу вручить майор капитану Ганижеву Магомеду Закреевичу. Махмуд Али Калиматов также ознакомился с ходом реконструкции плавательного бассейна на базе кадетского корпуса. Сейчас рабочие заливают бетонное основание под стены и дно объекта. Около 10 человек заняты этой работой. Глава региона отметил, что бассейн станет важной частью жизни кадетов, а умение плавать – существенный плюс при поступлении в военные вузы страны. Глава региона также добавил, что на территории кадетского корпуса в ближайшее время планируется строительство тира и полосы препятствий. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.